последний. Хайырлы акшамлар, доброго вечера. Прямо на телеканале АТР в студии Осман Пашаев. И перед тем, как представить гостя, возможно, не надо будет представлять, все и так угадают. Не угадывают, видео не успели. Мальчик по дорожке шел прогуляться просто и нечаянно нашел Крымский полуостров. Он его к своей стране присоединяет. Объясните, дети, мне, как он поступает? Мы гордимся малышом. Те, кто против, гады. Брать чужое хорошо, если очень надо. Разъясню тебе сейчас, тут такие мерки, то, что хорошо для нас, плохо тете Меркель. Тетя визы не дает, держит нас за лоха, значит, тетя ё-моё поступает плохо. Между плохо с хорошо коротка дистанция. Поэт, автор этих стихов. Добрый вечер. Андрей Орлов, не Михаил Ефремов, которого вы ждали. Не Михаил Ефремов и не Дмитрий Быков. Ну, не Дмитрий Быков точно. А кто для вас Дмитрий Быков? Ну, все знают, просто даже в Украине здесь этот проект и «Гражданин поэт» и «Господин хороший». Ну, я лет 5 уже как сижу на кресле Дмитрия Быкова в этом поэте. Один из создателей проекта «Господин хороший», мой давний друг, с которым я знаком с 1982 года, поэт Дмитрий Быков. Мы никогда не конкурировали. Нет. Ни в общении с друзьями, ни в общении с девушками, ни в поэзии. Мы очень разные. И поэтому, ну, а если уж вспомнили про 1982 год, то с Михаилом Ефремовым, который только что был, я просто лицом показал на экран, где он только что был. Ничего. Я знаком с 1978 года, с 8 мая. С автором и продюсером проекта Андреем Васильевым, который бывший «Коммерсант Киев» и «Коммерсант Москва», с 1 сентября 1974 года. Я вот такого никогда еще не делал. Я предложу вам саму выбрать, с чего начать. С Украина, Крым, российские выборы, ваша биография. Вот с чего вам интереснее было? Ой, Просто у вас такое конечно, отличное интервью было. мне, конечно, интереснее, чем российские выборы, мне Крым и Украина. Ну, то есть по определению, потому что Крым и Украина еще могут как-то измениться. Российские выборы не смогут измениться никак и уже, к моему большому сожалению, никогда. У вас очень часто можно увидеть Крым и крымских татар упоминаний. Вот у вас вообще крымские татары почти неотрывно от Крыма фигурируют. Я так сейчас высокопарно скажу, в поэзии, да? Вы знаете, я думаю, что вы же крымский татарин. Я крымский татарин. Так вот, когда у мужчины беременна женщина, то он вдруг начинает замечать на улице всех беременных женщин. Если в доме кто-то умер, то в каждой передаче по телевидению, когда ты смотришь, тоже ощущение, что говорят о смерти. Если ты чего-то украл, то тебе вдруг кажется, что говорят, даже детектив Агаты Кристи кажется, что говорят про тебя. У меня крымских татар в стихах ровно столько же, сколько и в жизни. Естественно, я вспоминаю, когда там к какому-нибудь дяде Ахмату в Коктебеле прихожу есть чебуреки, я вспоминаю крымских татар, потому что вот он мне жарит чебурек. Не сказать, чтобы я каждый день прям вот думал про крымских татар. Но они у вас присутствовали вообще, крымские татары, до оккупации Крыма, до этих событий? Вы знаете, там мне один раз, когда я сказал про какой-то свой стих в интервью одной журналистки из Львова, я говорю, что это написано 12 лет назад. И она сказала, вы что, писали стихи до аннексии Крыма? Ну, да, присутствовали. Я знаю, вот с того момента, это один из ньюсрумов одного из крупных телеканалов украинских, я тогда работал, это был, наверное, год, вы поправите, 2008-2009, наверное, это одно из известнейших, потому что здесь, почему у человека грустное, лицо, назовем так, вот это стихотворение, это было лет, я говорю, 8-9 назад, я не знаю, может быть, оно раньше. Вот с того времени, то есть мы здесь, в том ньюсруме журналисты знали Орлушу и что он пишет, поэтому для меня было вот, я вас даже попрошу прочитать его. Это одно из моих любимых. Когда началась гражданская блокада Крыма, вы его написали
Наша няша. Ну, про няшу, да. Наша няша громко плачет, слезки речки полились, на границе Крыма скачут правый сектор и Меджлис. Там беснуются татары, распоясались совсем, там Джемилев и Чубаров, те, что жить мешают всем. Там в компашке Раздолбаев ходит Айдер Муждабаев, бывший замглавред МК, правосек наверняка. Еще что кричат по-барски, говорите по-татарски. Им ответ сказали фигу. Не хотим обратно к игу. Кто они вообще такие? Откуда тут взялись? Крым же ведь теперь Россия. Нафиг нужен ваш Меджлис? Их язык крымско-татарский Путин с русским уравнял. То, что кончилось мытарством, он татарам объяснял, но татары обнаглели, всех их надобно лечить. Это ж надо, захотели на своем детей учить. Представляешь, два муллы, что там курлы-мурлы. Может, это означает, что все русские козлы? Мы на русском, потому что тут в Крым наши говорим. Как Тебель, Гурзов, Алушта. Семейс, Алупка, Крым. Но вернемся к нашей няше. Наш няш-прокурор. В прессе выложен вчерашний с нашей няшей разговор. Коль татары для бойкота вдоль границы собрались, то, понятно, идиоту нужно запретить Меджлис. У Меджлиса нет, допустим, регистрации в Минюсте. Значит, СМИ такой совет. У татар Меджлиса нет. Я скажу вам по секрету, не про няшины мозги. Жопа есть, а слова нету. Слово молвить не моги. Ну, это я могу сказать, что... ну, я, да, откликаюсь на новости. И полный идиотизм. Особенно идиотизм. Ну, вот это стихотворение, наверное, где-то на концертах не звучит никогда, да? Но Нет, пару раз я в Москве его читал. Как реагировали? Вы знаете, у меня... Дело в том, что у меня там таких огромных концертов в Москве нет, то на меня приходят, в общем-то, люди, которые реагируют на жизнь так же, как я. То есть нет такого, что, знаете, давайте заплатим там деньги и пойдем послушать то, что нам не нравится. Провокаций не было. Народ на моих концертах, в общем-то, я думаю, может быть, более радикально относится к ситуации в Крыму и Донбассе, то есть и более радикально на стороне Украины, чем многие люди, которых я встречаю в Киеве или в Одессе. В интервью Ксении Собчак вы говорили о том, что ваши концерты были популярны именно в той части, которая называется «Российская бизнес и политическая элита». Это по-прежнему так? С 2015 года что-то изменилось? Смотря какое это было интервью. На «Дожде». Ну, на «Дожде». Собчак живьем, да. Да, Собчак живьем. Вы знаете, тут же все зависит. Я человек, никогда не рассчитывавший на какую-то медийную или концертную популярность. Так получилось, что когда несколько стихов ударило кому-то по нерву, люди стали ходить на концерты. Так Это когда произошло? Вот когда ударило по нерву и что ударило по нерву, помните? Ну да, вот это вот сначала задолбало, потом была как раз надувная Ксения Собчак. Которую она сама же читала позже, да? Ну, она читала. После этого начались какие-то приглашения. Дело в том, что так получилось, что у меня аудитория, она, как я иногда понимаю, то, что называется от нуля до бесконечности, то есть от водителя такси, который с меня может не взять денег в Нью-Йорке, в Киеве или в Москве и сказать, что распишись там на записной книжке для жены, например, почему-то, до тех людей, которых я пытаюсь всячески унизить и изничтожить, и оказывается, они говорят, внутри-то мы совсем другие, на самом деле мы заодно, и до там, членов правительства и олигархов. То есть вот этот список Форбса и правительства, на которые санкции ввели недавно, он тоже Ну, вы знаете, да, там ваша есть... аудитория. Нет, это... В принципе, моя аудитория, любую практически компанию или список, вот любой, по какому-то принципу не составьте. Владельцы той-терьеров, например, или йоркширских терьеров. Ровно половина будет за меня и говорить, как это правильно, весело, хорошо, ровно половина будет против.
То есть и это, в общем-то, меня вполне устраивает. Потому что если бы я нравился всем героям своих стихов, то я бы, наверное, делал У что-нибудь. вас есть один из главных героев, который присутствует, да? Тут же выше плинтуса ВВ, да? Вот этот, который выше плинтуса ВВ, его реакцию на ваше творчество знаете? Ну, иногда прямую не знаю. То есть вам не было интересно, никто не Нет, передавал, да? Слышал ли он что? Ну, Нет, наверняка в слышал. передаче реакции я не верю. То есть прямой реакции нет. Я думаю, прямую реакцию не всегда хочется и узнавать, потому что там, скажем, на некоторые высказывания свою прямую реакцию получил мой друг Борис Немцов. То есть неизвестно. Люди иногда делают вид, что он не обращает внимания, иногда делают вид, что... Ну, были несколько разговоров, потому что я не буду врать, в связи с тем, что мы в одной песочнице огромной выросли, советской. Часть людей, то есть у меня есть среди одноклассников и, скажем, студенческих друзей и прочих, есть все, от там, бомжей на Казанском вокзале до руководителей администрации президента. Ну, то есть, А с чьей прямой реакцией сталкивались? С чьей прямой реакцией? Кого из героев, которых вы упоминали, с чьей сталкивались? Ну, кроме Ксении Собчак, она у нас много звучит, ее, она... Вот, знаете, в начале моей книжечки, которая называлась «Стихи и рингтоны», написано около 400 человек, которые упомянуты. Скажем, с реакцией человек 100 я сталкивался. Ну, не знаю, нужно ли мне сейчас отвечать на вопрос, который мне часто с веселым задором в глазах задают киевские журналисты. Скажите, почему вы до сих пор не сидите, или почему там до сих пор вас не А преследуют? вам задают такие вопросы? Почему? Да, ну, то есть там людям уже интересно. Я говорю, вопросы скорее к субъектам, потому что я думаю, так же, как я ко многим поменял отношения за последние 3-4 года, так же ко мне многие поменяли отношения. То есть я могу себе предположить, не буду называть здесь фамилии сейчас, потому что часть из них люди очень малоприятные. Ну, И скажу честно, не хочу их провоцировать. Ну, можно сказать, что Россия все-таки еще не та страна, где за сатиру могут сажать, или по-другому там? Ну, если сажают за перепост, ну, не знаю, фотографии из учебника истории советского, то, ну, не сажают, штрафуют, по крайней мере. Если порядка 1500 дел за перепост комментариев чужих, сажать могут за что угодно. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас слышим, можете задавать свой вопрос. Игорь Степанович, Киев. Я так послушал интересное стихотворение, понял, что это творческий человек большого масштаба. Интересно мне стало, я тоже немножко творческий. Я хотел бы спросить уважаемого гостя студии следующее. Вы понимаете, я давно наблюдаю за историей, я знаю историю так многострадального татарского народа, мы все ее знаем, кто интересуется. Я знаю, вы назвали здесь депутатов Верховного Совета, Меджлиса, уважаемые люди, в принципе, по большому счету. Ну вот мне что-то из головы... Я знаю, как Путин, помню, так в приступе такой интересно оригинальный сказал, что мы поставим детей, женщин перед солдатами, ну, имея... Можно Крыму. ближе к вопросу? Я помню. Но вопрос в чем? Все-таки мне помнится, к сожалению, когда многие из татарского народа блокировали военные части, какой ненавистью они набрасывались на военных. Какие военные части? Подожди, давайте я задам вопрос. Я готов к разговору. Какие военные части блокировали крымские татары? Я имею в виду в Крыму во время вот этих событий. Во время вот этих событий украинские или российские части? Картинку в Керчи, там, Керчь, Феодосия. Игорь, я забыл вас по отчеству, по-моему... Все-таки многие, Игоревский. если бы не было, на мое Да, убеждение... Спасибо. Спасибо, Значит, это- смотрите, по поводу блокировки частей. Я в Крыму бывал, я не знаю, как часто вы бываете в Крыму, я бывал в Крыму, начиная с 1975 года, минимум 2-3 раза в год. Ну, то есть, был там десятки, может быть, сотни раз. Ну, не сотни, но больше 100 раз точно. По поводу блокировки частей.
части, которые были блокированы тогда российскими войсками, туда приходили знакомые мне крымские татары и возили еду и воду украинским военным. Блокировки крымскими татарами российских частей в Крыму я не слышал, потому что даже, при всех... то есть, что значит блокировать? Как ты будешь блокировать людей с автоматом, которые хочет оттуда выйти? Я подозреваю, что у вас либо не вся информация, либо формат телефонных звонков все-таки это то, что я, на самом деле, признаюсь, не люблю. И я не думал, что на 4-м году оккупации русскому поэту Орлуше придется рассказывать жителю Киева, что происходило в Крыму в феврале 2014 года. Хотя могу рассказать, знаю детали. Я знаю крымско-татарских молодых людей, например, которым через полгода после референдума привозили медали за присоединение Крыма. И я знаю людей, которые их брали, потому что они работали в каких-то местных советах, в небольших поселках. Я знаю людей, которые от них отказывались. То есть, а там просто решили, что вы все участвовали. Мы там, и это присоединение людей задним числом подействовало точно не на всех. А среди крымских татар после вот этих ряда стихотворений, в которых вы упоминаете, стали популярны? Почувствовали то, что... Нет, не думаю. И вообще, честно говоря, кроме как по какой-то поездкам, рынку, хорошим кафе любимым в Крыму или в Старом Крыме или Бахчисарае, я что-то никогда не делил там людей. Хотя все время с советских времен были, конечно, разговоры о некой враждебности татар. То есть вот были какие-то легенды, или скорее легенды для будущего, что вот если на танцах ты с кем-то потанцуешь, что придут татары, что татары живут где-то вот на самозахвате, хотят жить здесь. Так что будет, если вы потанцуете на танцах? Что приедут ночью татары на старых мятых девятках и там всех побьют. То есть есть какие-то... я в армии служил, там не в Крыму и не с крымскими, но деревня Альдермыш Дубьясского района под Казанью. И надо сказать, что там мои отношения с татарами, то есть после детского знакомства с дворниками московскими и челябинскими, там так получилось, что дядя Малик, дядя Ахмед, такие тут самые мои первые знакомые татары, были такие, что мы просто, когда у нас сломалась баня, нас всех развели по селу. Там Зуфар Зарипов у нас был в оркестре, и он говорит, я пристрою всех дома. И вот лучше этой бани субботней, когда нас приводил старшина и говорит, что вот Орлов и Петров там моетесь здесь. Вот этот татарский дом, козье молоко. То есть, не знаю, это не то, что я хочу там, знаете, когда на свадьбе или поминках появляется священник, все начинают называть ее батюшкой, не то, что я хочу сейчас понравиться татарам. Ничего плохого сказать не могу. А после 14-го стали отличать, что такое Татарстан и Крым, и что это вот... Я всегда отличал. Я как бы этникой занимаюсь и люблю, и всегда отличал. То есть, если вас коротко спросить, да, как их отличить вообще, те татары, эти татары? Знаете, я работал, предположим, в Москве вообще мало отличают этнически отличающихся от несуществующих генетически русских. Это мое, как этнического русского мнения. То есть у нас не отличают на рынке азербайджанца от грузина или армянина, не отличают таджика от узбека. Я много проработал в Средней Азии и в Казахстане. Я не совсем так расистский имел в виду. Нет, я имею в виду, что у меня всегда был интерес, я пытаюсь национальности как-то различать. Мне угрожает режиссер, что есть еще один звонок от телезрителя. Давайте рискнем. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, вы Меня в эфире. зовут Павел, я из Киева. И поскольку я артист, мне хотелось бы задать такой творческий вопрос. Планируете ли вы выступление в Киеве? Может, когда будет, тут интересно посетить. И вот в основном вы пишете в вашем творчестве, если есть какие-то стихи про Россию, а вот может
про наши какие-то, про нашу власть, про наши какие-то наблюдения украинские, тоже можете написать. Будет очень интересно. Знаете, я писал, одно время даже был в ежедневном эфире с 95-м кварталом, каждый день писал на украинские новости стихи в Киеве. Я буду прям вот, похоже, что я кого-то из знакомых попросил позвонить. И 1 Мне так показалось, что я кого-то из знакомых Да. писал, потому что как раз я хотел 1 поговорить об апреля, этом. 1 апреля в Доме офицеров в Киеве будет мой достаточно большой концерт, который будет называться «Поэтическое убежище». Билеты нам на каком-то Карабас или кассир.ua продаются. Приходите, можете задавать там любой вопрос, можете писать мне на Facebook. У меня есть много стихов и про Украину, и про проблемы, и пишу я достаточно часто. То есть, когда меня спрашивают, а если бы ты, например, приехал в Украину, то что бы ты там писал? Я говорю, я думаю, что был так же бы нелюбим властями здесь, как... А мы сейчас поэкспериментируем на эту тему Да. тоже. А вам вообще нравилось или нравится работать с 95-м кварталом? Знаете, очень хорошие ребята. То есть мне физически все они нравятся. Я, естественно, не все смотрю. Мне нравится. Ну, то, что С это чем приходилось ежедневно работать, это фактически Ежедневно контрактная это- работа, это заказ. Ну, как? Получается, вот как бы, вот, ну, я признаюсь, не обидитесь, мне этот период именно там я что-то поймал про Автодор, еще про что-то, но не очень. Вот насколько я люблю то, что вы пишете вот не для 95-го квартала, вне украинского Ну, контекста. знаете, там есть было несколько стишков и хороших. Ежедневный новостной стих – это достаточно сложная вещь. Вообще шутить по заказу. Это, Да, вы знаете, вот об этом. Я как раз об когда вы приходите куда-нибудь на день рождения, а вчера были в компании веселой, и вам говорят, вот расскажи тут анекдот, который вчера, вы рассказываете, это не очень смешно. Ну да, у меня, конечно же, нет и не может быть полного понимания. Я могу включиться ровно насколько я могу. Я пишу по заданию. И там, я думаю, что из 5 стихов в неделю 3 было вполне приемлемых, за которые мне и сейчас не стыдно. Ну, вот есть одно стихотворение, оно не для, по-моему, 95-го квартала было. На границе утром рано повстречались 2 барана. Прочитаете его? Понимаю, почему сегодня... Как хотите. Нет, я объясню. Или- Это стихотворение я зрителям скажу. Наверное, осеннее, да? Моя реакция на внос Саакашвили в Украину. Прорыв границы в сентябре 17 года. 2017 года, да. Сегодня я считаю его читать не очень корректно, потому что если с нарушением предположить даже, что с нарушением закона произошел там, вход Саакашвили, выход его произошел совершенно с комическими нарушениями закона. Ну, то есть, и здесь уже, вот я тот стишок могу частично изачеркнуть и, там, может быть, обещаю там, вам прислать, потому что у меня есть заготовка нового стиха. Новой версии. Новой версии. Но стих был на границу, там рано повстречались 2 барана. Пояснить детали надо. Первый был начальник стада, вел все стадо за собой на ночлег и на убой, сам до места комбината никогда не доходил, говорил, что дружит с НАТО, в общем, всех за нос водил. Крепок лоб, глядит хитро, все его зовут Петро. Но он длинноватый. Да, он Я длинноватый. могу сказать, у меня очень неоднозначное отношение к Саакашвили, потому что я изменил свое принципиальное к нему отрицательное отношение в какой-то момент на положительное. А у вас было принципиально отрицательное отношение? В какой-то момент, В какой период? да. В период как раз революции РОС. Да. То есть вы ее не приняли? Я принял революцию и не принял лидера. Почему? Ну, вы знаете, если, скажем, вы сидите в студенческом общежитии, говорят, сейчас приедут девчонки из текстильного. Все девчонки нравятся, а Светка, которую я привезла, нет. Ну, то есть, это что-то личное. Но мое отношение сменилось на нейтрально-положительное после того, как я поговорил о Саакашвили с его недругами в Тбилиси.
И вы знаете, это было для меня реально, вот бывают ситуации, когда, ну, ты знаешь, что этот хороший, этот плохой. И когда я по привычке, как и здесь, ее часто употребляют все и в СМИ, и в Верховной Раде, говорит, вот он ел галстук, например. И я кому-то по привычке, своему другу Алику Дарчашвили за столом говорю, ну вот, а галстук, смешно же. Он говорит, ты знаешь, я его терпеть не мог. Когда я видел, как он ест галстук, я понял, что за него готов отдать жизнь. У меня реакция непонимания. И он говорит, понимаешь, да, когда в 20 километров от города русские танки, и твой президент, вместо того, чтобы улететь на вертолете, не знаю, в Турцию, на американский авианосец, еще куда-то, испугался, ест галстук и остается со своим народом здесь, я готов за него идти в бой. Потому что мог быть совершенно геройский человек, который смылся бы в один момент. Я не знаю, скажем, в России, ну, скажем, советское правительство в 1941 году спокойно себе переехало в Нижний Новгород и в Самару, ну, когда вот была битва за Москву. То есть они не ели свои галстуки и погоны. Я не знаю. Это просто самое интересное вот, про девчонок из текстильного. Так из того текстильного, кто вам нравился? Покойный там Зураб Жвани, Нино Бурджанадзе, которая стала топить за Россию там позже. Вот кто из девчонок из текстильного того периода, Вы знаете, 2003 года вам был симпатичен? Не очень следил. Я больше начал следить во время уже российско-грузинской войны, во время Абхазии, когда я принял жесточайшую прогрузинскую позицию. Ну, то есть, и тогда я готов был писаться за них, за всех. Вот. Когда вы же жесточайшим образом вписались за российскую позицию, вы ожидали, что ваша За грузинскую. Простите, за грузинскую Извините позицию. за немного резкую интонацию. Да, я имел в виду, что я уже перескочил просто. Вы ожидали, что ваша страна пойдет и дальше, и вот Я будет очень Крым? многого не ожидал от своей страны. Моя страна прошла точки невозврата не во время военных конфликтов, а во время смены Конституции, во время отмены выборов губернаторов, во время очень многих моментов, когда отменились выборы в России, и когда они смогли делать, что хотят. И среди «что хотят» также оказалась и война. Война была следствием прохода точек невозврата, а не проходом как таковым. Вы утверждаете, что точка невозврата была вообще 91-93, когда не провели Нет, декоммунизацию. декоммунизацию я утверждаю это давно. И иллюстрацию сотрудников КГБ. Если да, почитаете мое интервью в журналу The Rolling Stone, когда я сказал, что представители карательных органов госбезопасности не должны иметь права занимать никаких постов государственных органов. Я в этом четко убежден до сих пор. Я вас перебил на вопросе того, что многого вы не ожидали. А чего вы еще не ожидали от своей страны? Я не ожидал, что в России столько денег, которые можно украсть, например. Я не ожидал, что это будет сделано настолько бессовестно. Я ожидал, что будет, вот знаете, вот есть какая-то вещь, что если ты, например, там доишь стадо коров, предполагается, что его надо все-таки кормить иногда. Что можно решить не кормить, что можно относиться как угодно, что можно наплевать на Конституцию, что можно наплевать на закон. Потому что какие-то иллюзии, демократия или полудемократия, я же занимался и выборами, там, и много чем в России. Не всегда я писал стишки про бывших крымских прокуроров. Пределы удивления давно исчерпаны. Я уже давно заявляю, что, к моему огромному сожалению, шансов на возвращение в цивилизованное поле я сейчас у России не вижу. И в обозримом будущем тоже? Ну, насколько я вижу, нет. При своей жизни? Вот, И мало того, при окончании его жизни тоже. Ну, то есть никак не связано, потому что многие политологи пишут, а что будет там после Путина? Будет хуже.
Потому что люди, которых он вырастил за последние 20 лет, простите, воспитал, то есть 20-летние щенки стали сейчас 40-летними ублюдками. И 20-летние умницы за 20 лет привыкли жить при системе, при которой ничего кроме этого не видели. Ну, вам не нравится ни Алексей Навальный, которого не допустили к выборам. Вы говорили об этом, да, что он вот не нравится вам этот человек. Нет. И наверное, глупый вопрос задам, наверное, и Ксению Собчак после при чем вряд здесь? ли вы видите, да, кандидатом. То есть к этим Ну, что значит кандидатом? Вот вы знаете, можно прийти в детский сад, вот в любой ближайший, и сказать: мальчики, кто хочет стать мужем моей жены? Может быть, там 10 мальчиков под ним друг говорит: ну-ка, пойдемте теперь соревноваться. Кого она из вас выберет? Ну, понимаете, это бред. То есть там нет ничего, нет даже иллюзии игры. То, что Ксении Собчак разрешат говорить, может быть, то, что она хочет. Я вообще, честно говоря, даже немножко так с удивлением улыбнулся, когда ее допустили и выдали удостоверение, потому что я думал, что ее на этапе подписей зарубят. Ну, скажет она несколько слов. Но эти слова все знают и так. Ну вот в своем интервью она очень долго с вами обсуждала вопрос вашего участия в поддержке, я так понимаю, Путина в 2012 году, да, на выборах, когда он пошел на третий срок, и практически вынудила сказать, что все равно другой альтернативы нет, во всяком случае он вас вдохновляет, и был неплох гонорар, и вы были там достаточно саркастичны в этой, так скажем, череде поддержек. Теперь вы же, и я увидел в этом интервью, что вы разговариваете на «ты», у вас достаточно близкие, ну то есть в одной тусовке с этим Максимом, вы уже точно так же сейчас можете задавать ей вопрос про этот детский садик и про кто выберет. Нет, Вам ну, не интересно буду вообще? я не знаю ее игр сейчас. А это игры. Ну, Ну вы же... даже, вот смотрите, предположим, мы с вами приходим куда-то, у вас в руках случайно оказывается несколько белых шашек, а у меня несколько черных. Договорились мы или нет, если мы садимся, есть доска, мы начинаем играть. Сейчас она участвует в игре на их поле. В игре заведомо проигрышной. Ну, я не знаю, может быть, каждому, кто делает хотя бы один ход, дарят, там, не знаю, плюшевого зайца. А каждому, кто делает 2 хода, там еще что-то. Там Жириновский, который рассчитывает сделать там, 5 ходов и стать вторым, ну, торгуется за какие-то посты в министерствах, еще что-то. Я не знаю совершенно. Даже если, понимаете, тот же сидящий сейчас за взятку, которую, я думаю, он брал, Никита Белых, бывший демократ. Ведь он же тоже говорил, что я сейчас стану губернатором, начну показывать, там Маша Гайдар у меня помощница. Может, дело в Маше Гайдар? Может, дело Маша Гайдар. Так все-таки интересно, вы же и политтехнологом были. У вас есть какие-то предположения? Или вы просто не хотите говорить? А что, кто станет президентом Нет, России? Нет. Зачем вот этой девушке это? Ну, не игра? знаю. Я вообще не всегда знаю, зачем что-то девушкам нужно. Даже когда, вы знаете, я просыпаюсь с любимой девушкой Леной у себя дома, я тоже не всегда знаю, зачем ей это надо. Ей это нравится, она делает это по каким-то причинам, которые мне и знать-то не нужно. Ну, понимаете, я ее люблю, она меня любит. Но я не знаю, я не могу влезть в голову Собчак. Я вот, например, вижу, что, предположим, мужа ее возле нее во время предвыборной какой-то беготни нет. Муж ее Максимов внятный, вполне себе персонаж и хороший артист. Есть возле нее там люди, которые что-то делают? Нет. Кто-то нарабатывает. Ну, самое занятное, что даже нарабатывание новых десятков там, или сотен тысяч подписчиков в Инстаграме, это вполне капитализируемая вещь. Я первый раз слышал, что можно участвовать в выборах для того, чтобы... Нет, я говорю, даже если, скажем, там что-то отваливается, что-то приваливается, вообще не знаю. Дело в том, но при этом я когда-то Собчак знал достаточно хорошо, мы с ней какое-то время дружили, мы просто мало общались, последний раз виделись на прошлой неделе. Но я не знаю. Почему я задаю этот вопрос? Важно здесь для нас, тех, кто в материке, этим занимается Меджлис, объяснять крымским татарам, которые там в своем
информационном поле находятся, не участвовать все-таки на выборах, несмотря на то, что идет 4-й год оккупации. Есть какое-то привыкание к той жизни или адаптация к той жизни, да, не участвовать, не легитимизировать эти выборы, ну, своими голосами, даже своим участием, не то что своим голосом, а своим присутствием на избирательном участке. И это совпадает с позицией фактически Алексея Навального о забастовке избирателей. Да? Вот к этому вы как относитесь? Или вообще Вы знаете, совет от Аркуша, как вы себя знаете, вести с этими выборами? есть ситуация песни Владимира Высоцкого, но был один, который не стрелял, был один, который не выбирал, это тоже позиция. Там можно зайти в кабинку, если от тебя ждут, что ты придешь на выборы, и ты работаешь учительницей в сельской школе, и тебя будут зайти в кабинку и выйти оттуда с бюллетенем. В кабинках точно у них камер нет. Ну, то есть ты можешь участвовать в выборах, то есть присутствие на выборах и отсутствие на них твоего голоса – это участие. Бойкотом выборов является не сидение дома, когда все записывают. Мухаммедшин или там Иванова сидели дома, никуда не ходили. Нет. Участвуйте, но не выбирайте. Это мой подход. То, что вашими голосами смогут воспользоваться, то, что все равно в деревне, где живет 900 человек, из которых 800 вы знаете, и ни один не голосовал за, напишет, что 1100 голосовали за, каждый из вас будет знать, что он этого не делал. Вот этого знания, по-моему, достаточно. Намного больше, чем потом говорить, ну да, я проголосовал за него, потому что боялся, что меня выгонят с работы. Этого знания достаточно для чего? Вот, значит, Для себя, для себя. Для себя. Потому что все это делается для себя. То есть сделай с другим, поступи с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Поступи на выборах так, как хочешь, чтобы поступил твой сын через 20 лет. Ну, то есть это немного высокие слова, но мы один раз в армии в 80-м году провели эксперимент. То есть мы просто, я был одним из младших сержантов, мы собрали 100 бюллетеней из 1000 в одной роте. И на всех из них, там одним из кандидатов шел в местный совет наш подполковник. Мы поставили 100 против него. Всего 980 голосов, из них 892 за. То есть наши голоса, но мы знаем, что мы это сделали. Андрей, а почему, этот вопрос, наверное, тоже задавали вам, почему именно крымские татары избраны вот такой мишенью главной, вот как, в целом как народ? Вот есть понимание, почему? То есть какого-то, понятно, что любому ФСБшнику, что какого-то сопротивления вооруженного быть не может, да, что это небольшой народ, вы который... же видели, как не только крымские татары в свое время были избраны народом для переселения, для депортации. Да, конечно. Вы видели, что врагом были избраны чеченцы во время чеченских войн. Можно легко смотреть... Дело в том, что крымские татары, в отличие от многих не русскоэтнических национальностей Северного Кавказа, не знаю, захотели бы они или нет, но они не приспособились к этой системе получения денег. То есть мы воюем с ними и их деньгами. То есть получим деньги и будем строить мечети, как было в Чечне, в Дагестане. Получим деньги и будем давать старикам. Не скажем, что у нас умерли старики, будем получать на них деньги и помогать детям. Ну, то есть там, понимаете, такая хитроумность местная, особенно сельская. Я не сравниваю в этом смысле менталитет крымских татар, предположим, и людей, живущих на Северном Кавказе. Но то, что идет и ведется ими, некая внутренняя, ну, то есть экономическая война, в которой вылезает местное иногда ханство, местные, ну, то есть люди, которые на этом зарабатывают, получают взятки. Там, потому что ничем не отличается администрация Дагестана, которая сейчас там снесли всю, от администрации соседних республик. Ну, то есть мы видим, что деньги идут потоками, которые не контролируются правительством из Москвы. В Крыму такой возможности не оказалось, потому что тут ясно, что Аксенов, если бы Аксенов был по национальности крымский татарин, может быть, что-то было по-другому. Но Аксенов по национальности бандит. И поэтому по-другому быть уже не может. Они не терпят конкуренции. Есть консолидированная группа. Не просто, вот, скажем, пенсионеры, быдло, пляжные, отдыхающие, сдающие квартиры. Они воспринимают этническую принадлежность как некую
объединенную группу. И люди, которые привыкли к криминальному менталитету, подозревают в этом этническую, против них настроенную группировку. То есть они воюют с татарами, как менты должны воевать с ними, на самом деле. То есть жестко и не требуя доказательств. Еще один отрывок из концертов по стихам Марлуши, который нам позволили нам показать в эфире, потому что на многие из них авторское право. Он это один из ярчайших. Нет, говорят, что нет возможности поставить это. Про который? Это было про «А теперь позвонили сирийцы». Вот, В Кремле зазвонил телефон? да, в Кремле зазвонил телефон. К сожалению, К сожалению, я и свой телефон отдал, чтобы с него прочитать. Но могу сказать, что... Я бы знаете, о чем я хотел спросить? Так можем дать? Ну, давайте дадим эту запись. Небольшой отрывок. Жил в стране рассеянно. Президент рассеянный. Сел он утром на кровать, начал карту рисовать. Крым рисует карандаш, говорят, ему не надо. На окраине России он рисует город Киев. И совсем уже у нас Мелитополь и Донбасс. Вот какой рассеянный президент, рассеянный. Одеваться он решил, Искандеры рассмешил, в рукава засунул руки. Оказалось, это буки. Вместо шапки на парад он надел ракету «Град». Вместо плавок он на... А потом позвонили зайчата, пришлите скорее автоматы. А потом позвонили вороны, шлите быстрее патроны. А потом позвонили панды. У нашей луганской банды кончились бабяки и буки, а без них у нас связаны руки. А потом позвонили сирийцы. На нас нападают убийцы, иранцы, повстанцы, засранцы и разные американцы. Не могли бы их всех побомбить, чтобы заставить их нас полюбить? Сейчас бы читали это, учитывая вот эти события, там 200 погибших россиян в Сирии и постоянный укор и травля тех, кто говорит о том, что Россия сама заработала все то, что происходит. Частный бюджет, частная армия или военные компании. Ну, я говорю, что, вы знаете, когда ко мне кто-нибудь из полицейский подошел летом, когда я шел в подобной футболке, Украина. И говорит, что это с ними? Я говорю, почему? Говорит, это же Украина, враги. Я говорю, подожди, Путин говорит, войны нет. Путин говорит, их там нет. Это слово придумано не для Сирии. Их там нет, и у меня есть в одном стишке слова, ведь не было как бы солдата, раз не было как бы войны. Там его похоронят без даты. То есть, если у меня сожаление по поводу гибели 200 человек, если бы мне не сказали, где и как они погибли, то я бы просто по-человечески сожалел. Здесь я принимаю это как нормальные риски человека, который подписывает контракт, в котором есть условия компенсации семье в случае его гибели. Он понимает, что он может погибнуть. Любой летчик, который бомбит, понимает, что в него может прилететь совершенно спокойно управляемый снаряд с земли. Нет, этот стих, если не так давно, по-моему, Миша его где-то читал, тут в этом стихе в Кремле зазвонил телефон. Самое важное не шуточки про донбасских этих самых идиотов, которые убивают людей и погибают сами. А то, что написан был для мюзикла «Господин хорош», мюзикл, когда музыка и ньюс, новости. В день, когда не было новостей, было только интервью, которое дал Путин российскому второму каналу Соловьеву, и где он все время вместо слов «война» и «смерть» употреблял слово «работа». Он говорит, что там наши военно-космические
силы провели работу в Сирии. Проведена работа вот работа. И вот поэтому вот нелегкая это, пусть танки, десант и пехота тянут его из болота, где русский мир провалился в сортир. Ох, нелегкая эта работа русский мир доставать из болота. Но они сами туда загоняют, потом работают. Это работа с плановыми рисками. Поэтому, но заметьте, что ни Путин, ни Лавров, ни Песков никак не среагировали на вот эту, ну, в принципе, для страны трагедии, гибель 230 граждан, которых, ну, нет их в Сирии, значит, и нет трагедии. Их молчание вас вдохновляет на написание чего-то сейчас? Но они вообще вас вдохновляют, я так понимаю, постоянно. Ну, это и Ефремов говорит, что они нас кормят. Но нет, не всегда. То есть я... Другое дело, что при том, как они иногда на какие-то вещи реагируют, у меня создается впечатление, что я либо о них думаю слишком хорошо, либо слишком плохо, потому что очень многие вещи происходят случайно, но потом случайно там увеличивается богатство людей в списке Forbes российском, ну и в украинском, кстати. То есть и не хочется даже думать, что они настолько все отвратительные, но есть предположение, что действительно так и есть. А украинская публика какая? Здесь я про российскую уже спросил вас, кто и как вы рассказали. Украинская отличается публика и на что она реагирует? Да, публика отличается от города к городу. Скажем, вот у нас была одна программа с Ефремовым, даже с этим стишком. В Кремле зазвонил телефон. Ну да. Ну, в прошлом году мы там были. Так вот, реакция во Львове на одни строчки, я даже немного отмечал, в Одессе на другие, в Киеве на третьи, в Днепре и Харькове на четвертые. То есть это публика между, скажем, Киевом и Москвой отличается меньше, чем публика, вот наша публика, чем между Киевом и Днепром. Объясняли для себя, почему это так? Да, я часто бываю, я езжу много. Вот сейчас я, например, в Украине у меня нет концертов. Я просто хотел там встретиться с парой друзей. Нет, я отмечаю, что Киев очень политизирован. Днепр или Харьков, они нам, Днепр особенно, намного ближе к войне. То есть они вот реально этим больше живут. Одесса такая, нужно посмотреть с третьей стороны. Ну, вот, Львов идеен, но не политизирован. То есть они стоят на... Дальше всех от войны? Ну, вы знаете, по... Ну, территориально. Понятно, эмоционально да. они вовлечены. Если посмотреть кладбище или похороны, скажем, где-нибудь в Прикарпатье, то это эмоционально они к войне намного ближе, потому что отправляют своих детей намного дальше. Вы сказали, некорректно читать то стихотворение, ну, где упоминаются и Порошенко с Саакашвили, и назовем его это стихотворение, не знаю, есть ли название, «Два барана», да, вот, и понятно, что если бы вы писали много об Украине, вас, наверное, точно так же не любила бы и украинская власть. Понимаете это? Вы знаете, мне это, как, если рифмовать с баранами, по барабану, потому что если бы я пытался что-то сделать для власти, то есть я присоединяюсь к действиям власти, даже к действиям Саакашвили в той же Одессе. Я присоединялся, когда мне, ну, это не позиция флюгера, когда мне по пути, потому что я совершенно присоединяюсь к высказываниям даже политиков, которых я знаю, естественно, намного меньше, чем я знаю даже после разговора с своими друзьями за 3 дня в Киеве или во Львове. Но я считаю, надежда в векторе движения Украины и то, что мне здесь, ну просто я переезжаю границу, мне здесь лучше, потому что вектор движения России меня не устраивает совсем, а здесь у меня есть ощущение, что народ еще может что-то поправить. Ну, вы, наверное, сталкивались с таким, что когда масса вот в украинском обществе, даже те, кто симпатизирует Украине, все-таки просят особенно не вмешиваться в украинском обществе, не вмешиваться, да, россиян, и выставляют границы, что дозволено, чему дозволено получать, чему нет. Вы для себя определяете, где границы вас как русского, где вы можете... Вы знаете, как только я пойду, как сегодня,
по Хрещатику или по проспекту Свободы или по Дерибасовской или там по улице Харькова, я встречу По Сумской, да. ну, я встречу людей, которые будут говорить, что ты там говоришь, пока я встречаю улыбки от не спровоцированных на это людей, пока, ну, как это не глупо звучит, пока со мной хотят фотографироваться прохожие и девчонки в возрасте от 18 до 70 лет, я знаю, что я, значит, я в общем-то, потому что любой человек, который нарушил какие-то свои или чужие правила, границы интимности. Потому что у нации, как у человека, есть границы приватного поля. Ну, если не про нас идет речь, а про паспорт, да, вот он может идти речь. Хотя я предполагал, что вы меньше всего могли сталкиваться, наверное, не сталкивались, потому что то, что пишете вы, оно иногда более проукраинское, чем может звучать здесь. Оно очень проукраинское. Ну, я понимаю, но это, знаете, это... Ну, предположили, что отношения с городами, например, у вас наверняка такое есть. Бывает, что ты в город влюбляешься. То есть ты был там один день, будь это Париж, будь то Стамбул, будь то Будапешт, будь то Киев, Одесса, там, Львов. Вы влюблены в Украину в целом? Я влюблен в Украину. И когда мне говорят, а у них там, не знаю, шоколадный король ворует, это как сказать, что твоей девушке бородавка на попе, говоришь, да идите вы в жопу. Ну, то есть нравится мне девушка, а с бородавкой мы разберемся. Ну, то есть есть, конечно, у меня некий флер, но, ну, я не знаю, вот я вчера, сдавая отпечатки пальцев на белорусско-украинской границе, я говорю, что это такое, это оскорбление. Милейшая, совершенно девушка, которая даже без перчаток резиновых, мою, там, не знаю, после дороги руку прикладывает к этой стекляшке. Я в позитиве здесь. Значит, буду здесь, пока надеюсь, что что-то вырулит в хорошую сторону. И если бы вас российская власть, ее действия, ее агрессия против Украины, ее давление на крымских татар, ну и все, ее действия там, в той же Сирии, не вдохновляли ли так на написание этого, о чем бы вы писали тогда? Так посмотрите мои стихи до 2013 года или любую мою книжку, там, ну, любую. Одна у меня книжка. Я писал о том, что, ну как, веселые стихи про отношения между мужчинами и женщинами. Я писал веселые стихи, но я писал о том, что всех задолбало. Потому что это будет и при мире, и война, я надеюсь, кончится, но это не значит, что уйдут все, кто ее начал, и все, из-за чего мы общаемся на кухнях. И когда мы говорим «задолбало», вот тут ждите от меня какого-нибудь стишка. Орлуша, Андрей Орлов, поэт, который был сегодня на Прайме, на телеканале РТР. Спасибо. Встретимся с вами в следующий вторник. Увидимся в Крыму, в ваших домах, в Украине.